Почти рекорд. Здравствуйте. Сегодня у нас, судя по наполнению зала, достаточно интересная пресс-конференция, встреча. Мурат Зязиков, президент Ингушетии. На Кавказе нет слабых народов, там, немужественных народов, плохих народов или как бы не понимающих народов. Все на Кавказе, на юге нашей страны, включая Донское, Терское, Кубанское казачество и Ингушетию, это очень достойные люди, и каждый мы у себя наводим порядок. Этим мы отличаемся от других регионов и от другой части света. Никогда в жизни, абсолютно, ни одна сила меня не заставит неконституционно поступить. Я в то же время не согласен с тем, кто там говорит, что там надо любым образом проводить мероприятия. Я категорически противник проведения каких-то там мероприятий в масках, без опознавательных знаков, затемненных стекол. Это те же террористы получаются. То есть мы являемся пособниками террористам, если мы проводим таким образом работу. Затемненные машины заезжают. В лучшем случае у него впереди номер, сзади номера нет. А я спрашиваю, а что он? Я его приглашал или народ приглашал. Что эти люди делают, заезжают, для чего в республику? Естественно, мы с них будем спрашивать. Естественно, мы их не пускаем. Естественно, это ответная реакция. В республике площадку Республики Ингушетия для экспериментов сделать никому не позволю. А то, что вы спрашиваете, это будет, к сожалению, продолжаться до тех пор, пока те деньги, на это, которые брошены, они не кончатся. Потом будет опять, потом будет какая-нибудь новая технология, потом опять к нам вернутся, и потом опять начнется информационный терроризм по отношению к республике. Что касается поддержки регионов, прежде всего регионов юга России, то должен сказать, что она осуществляется в масштабах, которые гораздо больше, чем поддержка других регионов Российской Федерации. Фактически почти все эти регионы относятся по основным параметрам к депрессивным регионам. Самая главная задача там создание собственной экономики и собственных рабочих мест. Это в значительной степени будет зависеть от самих субъектов Российской Федерации на юге России. Нужно таким образом организовывать производство и свою экономическую жизнь, чтобы становиться более и более самодостаточными. Разумеется, без поддержки федерального центра решить эту задачу быстро и эффективно не удастся. Поэтому у нас есть соответствующие программы, есть определенные договоренности на уровне правительства с президентом Зязиковым, к которому я отношусь с большим уважением. И мы все это будем осуществлять, все это будет продолжаться.